На пути к созданию идеального инвестиционного климата в Северной Осетии начали формирование республиканской дорожной карты и главные пункты, которые будут направлены на развитие бизнеса. С прошлого года в стране внедряют национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Это не то же самое, что рейтинг инвестпривлекательности, отмечает Алан Диамбеков. Здесь используется ряд других показателей, всего их около 50. Их делят на 4 направления: качество предоставления госуслуг, поддержка или давление на бизнес, наличие необходимой инфраструктуры и помощь малому предпринимательству. Большинство пунктов оценивается путем опроса бизнесменов. Именно поэтому составленный рейтинг можно считать в некотором смысле субъективным. Говорить то, что вот полностью работа и полностью положение нашего субъекта Северной Осетии в этом рейтинге зависит только от республиканских либо от федеральных властей, не приходится. В большей степени это зависит от настроения того самого предпринимательского сообщества, которое опросным методом и будут, значит, результаты которых и будут попадать в этот рейтинг. Проект реализуется под четырехсторонним контролем. В частности, лично за ним следит президент Владимир Путин. Результаты 2014 года будут озвучены летом на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. По опыту прошлого года можно уверенно говорить, размер региона не гарантирует лидерство в рейтинге. Так, например, Москва попала лишь в 4-ю группу, а Петербург и вовсе в 5-ю, худшую. Тогда же стала заметна и разница во времени оказания услуг. Так, например, если в одном регионе к электросетям подключают меньше, чем за месяц, то в другом на это уходит почти год. Мы точно не в аутсайдерах, где-то мы ближе к золотой середине, то, что принято называть. Прежде всего скажу, что, допустим, по таким важным показателям, как регистрация предприятий, то есть мы находимся ближе к лидерам, да, у нас нет особых проблем, значит, в сроках регистрации предприятий. В таких показателях, допустим, как выдача каких-либо специализирующих лицензий, в том числе строительных, нам нужно стремиться к лучшим показателям субъектов. Все задержки в основном связаны с количеством бумажной волокиты. По словам специалистов, список необходимых документов надо максимально сокращать. Проработкой возможных вариантов и формированием дорожной карты займется профильная рабочая группа. Яна Гайгиева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ. Thank you.